Таким своего кино белорусский зритель еще не видел. Компьютерная графика, взрывы, спецэффекты, большое количество массовых и батальных сцен. Создается впечатление, что на экране не новая работа отечественных кинематографистов, а творение голливудской фабрики грез. Далось, как и весь 41 год, потом и кровью. К 65-летию освобождения Беларуси Национальная киностудия подготовила национальную премьеру. «Днепровский рубеж» – попытка рассказать всю правду о первых днях той войны. Вал, машина, немецкая машина шла, и ее пытались остановить. Вот это, в принципе, и была правда. Здесь это неоднозначно показана армия. Армия, люди. И то, что делалось в стране, об этом умалчивалось раньше, а вот на самом деле были другие дела. Команда профессиональная работала. В каждой группе есть свои нюансы, свои плюсы, свои минусы во время работы. Как-то различать не имеет смысла, потому что это работали профессионалы. В поддержку новой картины развернули невиданную по меркам белорусского кинематографа пиар-компанию. На премьере «Солдатская каша» техника времен Великой Отечественной. Гречневая каша на масле. Входит лук, гречка, масло, сливочное коровье. Рота почетного караула и военный оркестр. И, как всегда, никаких затрат на продвижение, все силами киностудии. Мы не закладывали гроші на піар-кампанію. Все то, що ви тут бачите, це зроблено силами кіностудії. Я сподіваюся, так треба представляти кожну картину. Но заправды это вызвало великую цікавость у глядача. В очередной раз Беларусьфильм остался верным военной тематике. Картина «Днепровский рубеж» – попытка взглянуть на ту войну глазами молодых кинематографистов. Кому-то эта попытка может показаться рисковой, но сами создатели уверены, именно «Днепровский рубеж» станет новым рубежом и для всего национального кинематографа. Артем Анащенко и Алексей Юнош, телекомпания СТВ.